Глава Башкортостана провел юбилейный инвестчас. 100-е заседание состоялось в выездном формате на территории индустриального парка Уфимский, который открыли возле микрорайона Шакша. Сколько проектов удалось обсудить с октября 2018 года и какой объем инвестиций республика смогла привлечь за это время, узнал наш корреспондент Азат Садриев. На следующий день после того, как прошел инвестчас 12 августа, первым, кто к нам позвонил, это была корпорация развития. И уже в августе мы были на территории вот этого технопарка. 100-е юбилейное заседание инвестчаса совпало с техническим открытием производственного комплекса индустриального парка Уфимский. Здесь же глава Башкортостана Ради Хайбиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина запустили линию по производству зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России. Сам инвестор уверен, личный прием главы Башкортостана позволил ему в ускоренные сроки запустить производство. С первого раза нам дали добро и зеленый свет на то, чтобы мы сразу же начали воплощать все свои идеи, свои задумки. Предоставили хорошее помещение, нам предоставили хорошие услуги, по финансам в том числе услуги. Места в 2 корпусах индустриального парка площадью 20 тысяч квадратных метров уже зарезервированы на 70%. Глава Башкортостана пообщался с будущими резидентами. Компания «Азимут» занимается выпуском краски для дорожной разметки. Раньше продукцию завозили из других регионов. После участия в инвестчасе производство удалось локализовать в Уфе. Принято решение размещаться на площадке индустриального парка Уфимский. Здесь будет организовано производство разметочных материалов, будет производиться краска и холодный пластик. Штат, рабочие места 56 человек, это высококвалифицированные инженеры, лаборанты, которые будут обеспечивать разработку рецептуры и выпуск продукции соответствующим мировым стандартам. В текущем году состоялось 22 заседания инвестиционного комитета. Было рассмотрено 97 проектов с заявленным объемом инвестиций 142 миллиарда рублей. В результате реализации данных проектов планируется создать свыше 12,5 тысяч рабочих мест. Со старта работы инвестиционных комитетов было рассмотрено порядка 400 инвестиционных проектов, крупных, на общую сумму 815 миллиардов рублей. Конечно же, этот тренд, который мы реализуем на республиканском уровне, он активно транслируется на все муниципальные образования. В рамках муниципалитетов реализуются предпринимательские часы. На юбилейное заседание пригласили как действующих инвесторов, так и потенциальных. Предпринимателей из Ишимбайского, Чекмагушевского и Мелеузовского районов представили свои проекты в онлайн-режиме. Глава Башкортостана поблагодарил инвесторов и отметил, что инвестчасы за короткий срок доказали свою эффективность. Благодаря нашей совместной работе мы в том числе вошли в 5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны. И мы, собственно, намерены продолжать также быть в топе регионов, которые привлекательны для бизнеса. Несмотря на сложности, которые вот уже 2-й год вызваны пандемией, мы, тем не менее, обеспечиваем рост инвестиций. Очередные проекты рассмотрены на выездном совещании. Компания «Фарус», партнер газовых и нефтяных гигантов страны, готова вложить 12 миллиардов рублей в новые производства в особой экономической зоне Алга. Будет создано 400 рабочих мест. Инвестклимат замечательный. Такие площадки, как Алга, это хорошая причина строить такие замечательные заводы, которые мы запланировали. Это завод по производству высшежирных спиртов на территории таких площадок. Это будет единственный завод в России. Соответственно, мы обеспечим наши исходные и товарные продукты сырьем. Миллиардные инвестиции направлены не только в крупные промышленные производства, но и в сельское хозяйство. Приоритетный статус обретают и проекты, нацеленные на развитие туризма, в частности, на строительство придорожного сервиса, организацию глэмпингов. На сегодняшний день инвестиционный портфель Башкортостана включает 1682 реализующихся проекта, которые предполагают вложение в экономику региона почти 1 триллиона рублей. И это только начало. Чтобы запустить предприятие, это нужно очень внимательно и бережно к этому относиться. Это очень тяжелый труд. Невероятная конкуренция, сложная экономическая ситуация. Не будем, если лично по каждому предприятию всю силу власти, государства помогать, ничего не получится.
Юбилейное 100-е по счету заседание инвестчаса завершилось поздно вечером, уже после окончания рабочего дня. И только в таком режиме можно добиться успехов, говорят сами предприниматели, которым мало и 24 часов в сутки. Уже завтра в Башкортостане начнется работа над созданием новых предприятий и нескольких сотен рабочих мест. Всего же после реализации всех инвестпроектов, которые на данный момент представлены Радио Хабирову с октября 2018 года, в республике будут трудоустроены свыше 66 тысяч местных жителей. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Вадим Фазлиденов. Новости. Уфимский район.